Тахири – врач, ученый, который сегодня пользуется большим авторитетом в бывших республиках СНГ. Более 20 лет доктор Тахири работает на территории России и Таджикистана. Дважды его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Ученый совмещает одновременно 15 должностей, среди которых врач-кардиолог, психотерапевт, мануалист, сексопатолог. Доктор Тахири – поэт и писатель. Доктор Тахири – главный редактор журнала «Авиценна», автор более 100 научно-популярных статей, член редакционного совета журналов «Практическая фитотерапия России» и «Традиционная народная медицина». Также доктор Тахири является академиком Академии проблем безопасности Российской Федерации, обороны и правопорядка и Международной академии гуманитарных и естественных наук. Не так давно ученый стал член-корреспондентом Академии технологических наук Российской Федерации. В России доктор Тахири издал 5 книг: «Мудрость любви», «Путеводитель народного целителя», сборник стихов «Бальзам души». В соавторстве с академиком Комаровым он выпустил издание «Лучший лекарь мира». В соавторстве с академиком Корсуном книгу «Фирула лечит опухоли, омолаживает тело». Доктор Тахири уделяет много внимания научной работе. В настоящее время налаживает производство своей продукции в городе Щелково. С 2009 года в России зарегистрирована фирма под названием «Доктор Тахири». Здесь ученый занимается просветительской и учебной работой, готовит специалистов по народной медицине, выпускает свои препараты. По инициативе доктора Тахири в Таджикистане принят закон о народной медицине. Проведено 3 международных конгресса. За время своей деятельности доктор подготовил 2000 учеников. Доктор Тахири – автор более 10 чаев, которые имеют сертификацию в России. В мае 2009 года в Анинском районе в горах Таджикистана ученый открыл отделение восстановительной медицины. Доктор Тахири практикует и лечебный туризм. Сеансы мануальной терапии, психотерапии, водолечения доктор проводит на природе. В мире не существует аналогов его методики. Его профессиональные качества, знания и умения теоретика и практика медицины известны и востребованы не только в Центральной Азии и России, но и в дальнем зарубежье. Значительно меньше известен он как талантливый самобытный поэт. На родном таджикском языке, фарси, увидели свет уже несколько примечательных книг стихов Тахири. Но русский читатель только теперь получает возможность познакомиться с его поэтическим творчеством в блестящих переводах известной русской поэтессы Людмилы Щепахиной. Здравствуйте, я приветствую вас. Я Троян Людмила Петровна. Я возглавляю направление в психологии, которое называется «Экология мысли». То есть мы говорим о том, что от человека зависит возможность быть здоровым. У человека есть ресурсы, возможности полюбить свое тело. И если он рассчитывает только на врача, только на целителя, то, конечно, все осложняется, и человек не может восстановить свое здоровье. Мысли бывают настолько разные, что человек, не задумываясь, начинает болеть только от своих мыслей. Если он говорит: не хочу видеть, что у нас еще разруха, не хочу видеть, что у нас еще не так все хорошо, он теряет зрение. И можно сказать: я хочу видеть то, что мы со временем все восстановим и сделаем даже еще краше, потому что мы сильный, трудолюбивый народ. Поэтому для меня, как психолога, важно подсказать человеку, как изменить свою жизнь, как правильно сказать, чтобы он был здоров. Доктор Тахири, огромное ему спасибо, захотел нас всех собрать, чтобы мы обменялись опытом. Я только что прилетела из Нью-Йорка и в ночь этого же дня уже полетела в Душанбе. Фитотерапии, звезды фитофармакологии, звезды фитохимии, знатоки древневосточной медицины. Вот эту уникальную фотографию я хочу вручить доктору Тахири, потому что вот на груди этого человека красуется медаль. Я горжусь, что она на нем. Она называется «Это лучший целитель третьего тысячелетия». У нас в России эту медаль носят немногие люди. Но когда ее получают жители союзных республик, эта награда вдвойне высока, это как государственная награда. И вот я хочу эту государственную, вот эту красивую картину подарить доктору Тахири, чтобы она висела в вашем офисе. И чтобы эта грань... Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Галина Викторовна Лазутина. Когда вы первый раз попробовали эту методику? Вы знаете, случайно, в 1991 году
У нас была конференция на факультете журналистики, где я работаю. И вот в рамках этой конференции Муллазухур Тахири проводил лекцию. У меня к этому времени был очень сильный остеохондроз и немела левая рука. Я вот сидела в зале, и пальцы ничего не чувствовали. Ночные боли были. В общем, это меня очень тревожило. Беспокоили боли и вот в нижней части какой-то крестовой позвоночника, прихрамывала даже иногда. Я знала, что это остеохондроз, я ходила лечиться. И вы знаете, очень долго меня исследовали, дали мне много таблеток, но помочь никто ничем не мог. И вот когда я вышла на сцену, и он провел со мной там очень короткий сеанс, через 15 минут я почувствовала облегчение. Рука, понимаете, сразу вроде бы как пальцы задвигались. Вот. И после этого, естественно, я к нему подошла и спросила, это пройдет навсегда? Он сказал, что навсегда это не пройдет. Надо заботиться о здоровье, надо следить за состоянием позвоночника. И хотя бы раз в год, или там лучше раз в полгода, проводить вот эти вот сеансы. Раз, два. Вот вы летаете вам очень легко и хорошо. 3, 4, 5. Открываются глаза. Очень хорошее настроение. Как чувствуете? Хорошо. Все хорошо? Нормально? Сколько вам? 20.